1800-слойных многоразовых марлевых масок пошили для медработников республики волонтеры. Активисты молодой гвардии «Единой России», заметив их нехватку в аптеках, приняли решение самим их сделать. Ими был закуплен необходимый материал, и всего за 4 дня защитные средства были сшиты волонтерами. Ребята надеются, что смогут этим помочь врачам Ингушетии уберечь себя и свое здоровье. Сейчас государство испытывает небольшие сложности с этой провизией. Маски пошиты силами студентов Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа, активистами молодой гвардии «Единой России». Также к этому подключился и актив партии. Мы все своими силами, сколько смогли, пошили. Будем продолжать эту работу. Надеемся, что, возможно, граждане услышат нас, прислушаются к такой доброй акции и тоже со своей стороны окажут помощь. Ведь медицинские работники сейчас на передовой, они рискуют своими жизнями ради нас. Давайте поможем им немножко. Марлевые маски передали министру здравоохранения Заре Мильяновой. Она отметила, что даже 5-слойные смогли бы обезопасить, а у этих и слоев побольше, и сделаны они с душой и прочно. У таких защитных средств бессрочная носкость, их можно стирать и носить долго, пока не порвутся. Все они в ближайшее время будут переданы медицинским работникам республики. Конечно же, вот такая вот помощь, которую нам сегодня региональное отделение «Единой России», вот в лице Беслана и в лице этих ребят, вот, которые как волонтеры работают, активисты. Вот как раз это тот пример, который должен быть заразителен для всех. Все, кто может. Вот кто сидит дома сегодня, молодежь, взрослые, женщины, те, которые умеют шить, могут взять вот так же, взять инструкции. Инструкции есть и в интернете, и мы можем рассказать, сколько слоев марли должно быть, сколько должно быть, какие размеры. Могут, конечно, шить маски. Это для нас реальная практическая помощь, и мы ей будем благодарны. Потому что сегодня маски эти очень дорогие, и их просто-напросто негде купить.